Добрый день. Меня зовут Зайкова Анна Вадимовна, учитель информатики третьей школы с углубленным изучением отдельных предметов из города Усинска. Хочу поделиться опытом работы дистанционного обучения учителей нашей школы. Организация дистанционного обучения осуществляется в соответствии с положением об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Приказом о переходе на дистанционное обучение организовано информирование учащихся и родителей о реализации образовательных программ при помощи электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Хочу рассказать о различных платформах дистанционного обучения, которые используют наши педагоги. На сегодня это очень актуально, так как идет большой поток рекламы различных платформ, и не всегда можно найти время их опробовать. Поэтому мы решили поделиться нашим опытом их апробации. Для начала скажу, что всеми представленными платформами учителя школы пользуются не первый год. Школа является опорной площадкой по организации дистанционного обучения в системе Moodle. Именно поэтому мы не спешим использовать новые платформы, а стараемся использовать те, которые хорошо знаем. Рассмотрим платформы дистанционного обучения. Российская электронная школа, инфоурок.ру, видеоуроки.нет, сдамгиа.ру, Я-класс и учи.ру. Российская электронная школа. Адрес сайта resh.edu.ru. Это сравнительно молодой ресурс, который предлагает интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. Созданы эти уроки для того, чтобы у каждого ребенка была возможность получить бесплатное, качественное общее образование. В прошлом году в рамках помощи, методической помощи учителям по данному ресурсу КРИРО проводила вебинар, его вела Ваулина Елена Юрисовна, я его слушала. У этого ресурса достаточно большое будущее и очень много плюсов. Лично я использую различные видео с сайта для своих уроков и учеников. Но есть минусы. Темы не всегда соответствуют используемым учебно-методическим комплектам. Видео долго загружается, и тесты часто зависают, так говорят ученики. Инфоурок. Инфоурок.ру. Достаточно тоже хороший ресурс, особенно сейчас, когда они запустили онлайн-школам. Отдельно о нем надо говорить. Мы его тоже пытаемся сейчас попробовать запустить. Думаю, что у многих учителей есть своя страничка на данном сайте. У многих размещен методический материал. С недавнего времени легко там регистрируются классы. Просто копируете список класса и вставляете. Затем раздаете пароли детям. Есть возможность создавать тесты, возможность использовать готовые, отслеживать статистику. Но тоже есть минусы. Опять же, темы не всегда соответствуют использованным УМК, и тесты не по всем темам. То есть может так получиться, что теста по именно нужной вам теме не окажется. Видеоуроки в сети интернет. Адрес сайта видеоуроки.нет. У нас в школе есть учителя, которые используют этот ресурс с начала учебного года, купив тетради онлайн. В период карантина на сайте открыт бесплатный доступ к тетрадям онлайн. Регистрация классов на сайте проста, как в инфоуроке. Но тоже есть свои минусы. Опять тесты не по всем темам и услуги платные. Бесплатно только демо-версия. Сайт сдамгиа решу ЕГЭ. Адрес сайта, думаю, что всем учителям, которые работают по подготовке детей к ОГЭ или ЕГЭ, этот адрес знаком. Для подготовки к экзаменам этот сайт просто замечательный. Есть возможность создавать, регистрировать классы, отслеживать статистику. Но тоже есть минусы.
Здесь есть только тесты, объяснения тем отсутствует, нет видео. Есть решения готовые, которые дети тоже могут смотреть. Тесты по заданиям ЕГЭ и УГЭ, они по темам учебника, они не разнообразны. И сложно регистрировать учащихся. Я-класс. Якласс.ру очень удобен тем, что интегрирован в ГИС-ЭО. Заходите в электронный журнал, и там достаточно просто нажимаете в ресурсах Я-класс, и уже ребенок там зарегистрирован. Поэтому очень просто создавать классы. Я сама начала использовать его в прошлом году во время карантина. Но услуга для учителя в прошлом году была платной. Для учащихся это бесплатно. У нас в школе его используют все учителя начальных классов. Тоже есть минусы. Тесты не по всем темам. Тесты создавать достаточно много времени отнимает. И услуга тоже платная, бесплатно только демо-версия. Сайт Учи.ру. Мы используем его в нашей школе уже второй год для проведения уроков математики. У нас уроки математики проходили в форме Учи.ру. Учи.ру очень нравится детям. Его использовали и используют учителя начальных классов также. Тоже есть свои минусы. Тесты не по всем предметам. Задания в тестах легко решаемые. Нет заданий повышенного уровня. Они есть, но они дальше, после 20 заданий. А чтобы решать дальше 20 заданий, это услуга платная, в том числе и для учеников. Система Moodle используется в школе с 2015 года для дистанционного обучения учащихся сельских школ. Система признана лучшей в мире для дистанционного обучения студентов. В 2019-2020 учебном году школой заключены договоры с муниципальными общеобразовательными организациями о сетевой реализации образовательных программ, сформирована база участников дистанционных курсов в системе Moodle, проведена регистрация школьников и тьюторов сельских школ, созданы группы. Учителями нашей школы преподаются элективный курс «Профессиональное самоопределение» для учащихся 10 и 11 классов села Щелья-Бош, Мутный материк и села Усть-Уса. Учитель Жаркова Ольга Васильевна. Преподается элективный курс программирования в среде Паскаль АБЦ для учащихся 10 класса села Мутный материк. Учитель Зайкова Анна Вадимовна. Все методические и дидактические материалы разработаны учителями и размещены по каждому дистанционному курсу в системе Moodle. Но есть свои минусы. Создание курса требует навыков работы с Moodle. И еще раз повторю, что система сложновата для учащихся начальных классов, да и среднего звена. Для учащихся школ-партнеров составлено расписание, и для них проводятся онлайн-занятия, различные консультации. Итак, давайте поговорим о сервисах, которые позволяют организовывать онлайн-конференции и демонстрации экрана компьютера. Для многих учащихся важно слышать голос учителя, к которому он привык. Они привыкают к манере объяснения материала, к каким-то фразам учителя, его искусству обучать. Список программ, позволяющих организовать онлайн-конференции, вы видите на экране. Это Skype, WhatsApp, Viber, Zoom, ProfMe и Discord. Конечно, хотелось бы выбрать какую-то одну и в ней работать. Но давайте вспомним хотя бы Новый год. Даже такие мощные сервисы, как МТС, во время Нового года дают сбои. Понятно, что немногие компании готовы к большому количеству клиентов одновременно. Skype, например, WhatsApp, Viber точно не выдерживают более 15 человек. Сейчас мы пробуем Zoom, ProfMe и Discord. Появилась, еще раз повторюсь, онлайн-школа «Инфоурок». Говоря о дистанционном обучении, нельзя
выпустить из вида учебно-методическую поддержку, оказываем педагогам различными издательствами. Издательство «Просвещение», «Бином», Яндекс Учебник. Очень я использую, очень полезен сайт Константина Полякова, Босовой. Спасибо компании «Новый диск» за образовариум. Спасибо Криро за презентации и вебинары. Немного о тех, кто впереди. Наша гордость – Осадчая Ольга Викторовна, учитель начальных классов. Она работает в Я-класс уже 2-й год, является организатором в школе. В рейтинге школ Республики Коми в системе Я-класс наша школа на 2-м месте. Бабич Юлия Анатольевна, учитель математики, успешно работает в Я-класс и Учи.ру. Имеет несколько благодарностей от портала Учи.ру. Жаркова Ольга Васильевна, учитель географии, успешно работает с сайтом видеоуроки.нет, имеет благодарность. Как работать с сайтом видеоуроки.нет? Значит, учитель регистрируется на сайте в личном кабинете, создает свои классы, составляет список учеников. Далее можно раздавать упражнения по теме. В электронном дневнике учитель высылает учащимся код доступа и инструкцию по выполнению работы в тетради. Необходимо отметить, что тетради онлайн для учителя платные, для учеников бесплатные. В электронном дневнике для успешного усвоения материала учащимся учитель может прикрепить дополнительные обучающие материалы. Это очень удобно, можно с другого сайта прикреплять. Свои презентации в формате PDF. Дать ссылки на другие платформы для просмотра видео по изучаемой теме. Также учитель может использовать комплекты видеоуроков, тестов, презентаций самого сайта видеоуроки.нет. Но для учителя, повторюсь, они платные. Зайков Александр Сергеевич, учитель информатики, и я, Зайкова Анна Вадимовна, учитель информатики, проводим уроки в Discord с использованием программы Discord. 27 марта в школе был проведен обучающий семинар для педагогов по организации онлайн-уроков в Discord. Discord – это бесплатный мессенджер с поддержкой голосовой связи и видеоконференций, изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр. В основе работы настройка канала связи и работа по принципу push-to-talk – обмен текстовыми сообщениями. Удобен тем, что позволяет подключать любое количество слушателей. Кроме того, Discord легко устанавливается на телефон. Многие учителя во время демонстрации установили себе на телефон. Discord не нагружает процессор, обеспечивает отличное качество звука при общении благодаря функциям эхоподавления и шумоподавления. Как использовать Discord? Просто вы можете в поисковой системе любой набрать программа Discord «Как пользоваться» и увидите достаточно много ссылок. Ну, например, вот ссылка на экране. Вам откроет вот такую страничку, где прям сразу написано, как пользоваться программой Discord. Кроме того, по программе Discord достаточно много вот видеоуроков, как использовать. Есть официальный сайт программы Discord, discord.com.ru. Конечно, скачивать саму программу лучше с официального сайта. Кроме того, официальный сайт всегда сообщает о новинках. Скачиваете программу и затем устанавливаете ее. Можно по видео, можно скачать инструкцию. По инструкции там есть инструкция. На официальном сайте есть инструкция по установке. После установки появляется иконка на рабочем столе, вот такой поросячий носик.
Двойным щелчком вы запускаете программу. Когда программа запускается, этот поросячий носик на черном фоне вот начинает крутиться. И затем открывается окно. В этом окне, чтобы начать общение, необходимо создать свой сервер. Для того, чтобы добавить сервер, нужно нажать вот здесь на зеленый плюс. Программа реагирует. Если у меня вот уже созданы серверы, то она говорит: ага, хотите добавить сервер? Затем просит ввести название. Можно создать сколько угодно серверов. У меня сейчас 3 сервера для 7 А класса, 9 А класса и 11 Б. После того, как сервер создан, приглашаем участников. Говорю участников, потому что можно создавать конференции не только для учеников, но и для учителей, для того, чтобы обсудить наболевшие проблемы. Для приглашения нажимаем на значок. Вот здесь люди с плюсиком. И выходит окно программы со ссылкой и кнопкой справа «Копировать ссылку». Копируем ссылку, нажимаем на значок. И можем скинуть ссылку. Я очень многим 11 классам скидываю в контактах, потому что практически все ученики там. 7 классу вот в сетевом городе в почте. Дальше ученики получают эту ссылку в ГИСЕО, скачивают ее. Просто вставить можно в любой браузер и появится войти в Discord, затем принять приглашение. Вот от моего сервера пришло приглашение. Затем ученик должен ввести свой e-mail, без этого не обойтись. Но все программы, которые организуют конференции, требуют mail. Вернемся к организатору конференции. Все участники видят присоединившегося и слышат его. Если у кого-то нет микрофона, он может печатать сообщение в чат. Для того, чтобы запустить демонстрацию экрана, необходимо нажать внизу слева на кнопочку Go Live. Вот такой монитор со стрелкой. Появится окно, в котором нужно перейти на экраны. Здесь вот есть приложение, нужно экраны. У ника участника, который демонстрирует экран, справа появится надпись в эфире. Остальные участники, чтобы видеть демонстрируемый экран, должны щелкнуть правой клавишей на появившейся вот этой надписи в эфире и выбрать «Присоединиться к стриму». Мной были проведены уроки в 7 А, 9 А и 11 Б. Зайков Александр Сергеевич проводил уроки в 11 А, 11 В, 7 Б и 7 В классах. Ну и в заключение. При выборе той или иной платформы для дистанционного обучения нужно учитывать возраст участников, технические возможности, возможность накопления методической базы, организацию обратной связи и интегрированность с различными платформами. При организации дистанционного обучения очень важна роль классного руководителя, который информирует учащихся и родителей о реализации образовательных программ с применением ДОТ, осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся, осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-предметниками и поддерживает связь с родителями. Учитель-предметник при организации дистанционного обучения планирует свою работу, определяет набор электронных ресурсов, платформ, приложений, определяет формат проведения уроков, график выполнения домашних заданий и оценочных мероприятий, способы организации обратной связи, определяет учебный материал и литературу для своего учебного предмета, определяет допустимый объем домашнего задания на неделю, определяет формат выполнения домашнего задания, будут ли то творческие работы, проектные работы или письменные. Классный руководитель систематически осуществляет взаимодействие с учителями-предметниками для выявления учащихся, не охваченных дистанционным обучением. Спасибо за внимание. Адрес
сайта нашей школы внизу на экране.